Кремле паника, потому что по всем прогнозам выигрывает Компартия Российской Федерации. Ну, это, конечно, ясно с веков в век. Например, Жириновский за 30 лет что делал в Госдуме? Выступал как клоун в церкви. Да я больше другого ответа не знаю. Во-первых, по поводу того, что творится в Кремле, понимаете, там находятся люди, которые давно уже никакой связи со страной не имеют. Понимаете, люди, которые живут на какой-то невероятной дистанции от нормального населения страны, от нормальных людей. Понимаете, люди, которые, ну, не знаю, десятилетиями не ездили общественным транспортом, не спускались в метро, видят только себе подобных где-то либо вот на каких-то дорогих курортах во Франции или еще где-то, на Мальдивах, я даже не знаю. Они вот, обратите внимание, посмотрите, если вы смотрите все-таки телевизор иногда, наверное, и вот обратите внимание, какой у них загар замечательный. Вот выступает какой-нибудь начальник, прям прекрасный такой свежий средиземноморский или даже какой-нибудь мальдивский загар всегда, понимаете? Не якутский. Но точно не якутский, да, точно, тоже не крымский, я вас уверяю, не крымский, не балтийский. Понимаете, это люди, которые живут в каком-то своем отдельном мире. И я скажу больше, им кажется, что мы все здесь им мешаем. Мы им страшно надоели, понимаете? Какие-то люди что-то хотят, образование, здравоохранение, жилья, работы. Ну, достали уже с этими своими просьбами и желаниями. Дайте спокойно жить, наслаждаться прекрасной жизнью, там, лежать на пляжах на Мальдивах, переводить деньги, опять-таки, куда-нибудь подальше. Вот с их точки зрения все правильно. Они уверены, что им все это принадлежит, а мы им мешаем, понимаете? А на мой взгляд, они нам всем очень сильно надоели уже. За 30 лет они нам всем очень сильно надоели. И я думаю, что сейчас, действительно, 19 сентября у нас шанс это им очень хорошо показать. Спасибо. Все понимают, но я просто хочу назвать всем нам, чтобы это люди понимали. 170 тысяч нищих. 170 тысяч нищих, богатейшая республика. Ну как это могло? Люди с двумя, с тремя детьми живут ниже прожиточного минимума республики. Поэтому нет, мы с вами понимаем сегодня. Мы еще раз вот в эти 6 дней до голосования осталось, пойдем голосовать 19-го. Желательно туда к обеду, чтобы эти голоса уже никто не... Выбора. Вроде народ голосует за коммуниста, а результат один. Они там вверху как хотят, так и творят. Это Панфилова. Лохотрощится это. Конечно, мы все с вами хорошо понимаем, что они будут пытаться мухлевать. Всегда мухлевали. Да. Но время меняется, и у нас сил прибавляется с каждым годом. И мы все больше и больше имеем возможность это все проконтролировать. Хотя они все время изобретают новые, вот вы правильно говорите, электронное там голосование и так далее. Они все время 3 дня там на пеньках и так далее. Но мы идем за ними по пятам, и каждую их вот новую задумку мы все равно стараемся контролировать.